17 апреля в концертном зале «Башкортостан» пройдет конкурс красоты «Мисс Башкортостан-2016». За звание первой красавицы нашей республики поборются 19 участниц. Среди них и две сибайские девушки – десятиклассница лицея номер 9 Алина Галимова и одиннадцатиклассница гимназии Регина Кузибаева. Чтобы назваться лучшей, недостаточно быть просто красивой и иметь модельные параметры. Необходимо проявить себя как личность. Для этого девушки принимают участие в промежуточных этапах. Два из них – «Мисс Талант» и «Мисс Модель» уже позади. Основной этап на пути к победе – это благотворительный проект. Регина Кузибаева героями своего проекта выбрала детей. В гимназии, где она учится, был объявлен сбор книг, канцелярских товаров и раскрасок. Все, кто принял участие в этом акте взаимопомощи, не только отдавали вещи на благотворительность, но и получали кое-что взамен. Свой благотворительный проект Регина назвала «Открытое сердце» и поставила перед собой две задачи. Первая – помочь детишкам из городского приюта доверия. Вторая – показать младшему поколению пример взаимовыручки и милосердия по отношению к тем, кто нуждается в помощи или оказался в трудной жизненной ситуации. На самом деле принесли очень-очень много. Я не думала, что будет столько желающих принести, потому что когда обычно проводили такие акции, было очень мало желающих, то есть собирали почти по полгода вот эти вещи, а сейчас за одну перемену мы собрали такое большое количество канцтоваров. Что получали взамен? Взамен получали зеленые ленточки, которых очень мало было почему-то, и конфеты. Как ты считаешь, акция удалась, на твой взгляд? И впредь возьмешь как-то на заметку на себя? Да, удалась акция, и я думаю, что еще в конце года мы это повторим. По словам педагогов гимназии, Регина Кузибаева всегда отличалась способностью организовывать различные мероприятия, и каждый раз они проходили с азартом и большим успехом. Регина у нас очень такая активная девочка, является членом Совета гимназистов. На ее плечах, конечно, ложатся организаторские такие мероприятия. То есть она является прекрасным организатором. Она устраивала у нас и новогодние мероприятия, и вот сегодня она является организатором именно такой благотворительной акции. Конечно, мы сегодня увидели, что дети активно участвуют, им это нравится, и я надеюсь, что это у нас останется таким вот останется хорошей традицией. Для Регины участие в конкурсе красоты стало абсолютно спонтанным решением. Прошла кастинг, затем отбор в Уфе, попала в финал. Здесь уж руки опускать поздно. Поддерживают ее во всем родители, друзья и сибайцы, которые голосуют за нашу землячку в соцсетях. Ну а с остальными участницами конкурса девушка находится в приятельских отношениях и никакого соперничества не ощущает. Соперницы все очень красивые, очень высокие, очень талантливые, потому что у нас сейчас проводятся промежуточные этапы, и не могу кого-то выделить, не могу кого-то сказать, что недостоин победы. Все достойны победы. Любой конкурс – это самореализация личности, и поэтому интересно просто будет поучаствовать в таком, ощутить себя вот внутри этого конкурса, потому что до этого раньше я думала о конкурсе совсем по-другому. То есть я думала, что там очень так все против друг друга, а на самом деле все девочки очень доброжелательные, все друг другу помогают, и вот эти вот мифы о конкурсах красоты, мне кажется, это просто мифы. До финала конкурса красоты «Мисс Башкортостан» остается совсем немного времени. Желаем участницам успеха, честной борьбы, объективных оценок и, наверное, немного везения. Держим кулачки за наших девчонок. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуллин, Карпова, телекомпания СТВ.